Вечерние новости с Нурзат Мусабаевой и Майкином Батырбековым. Парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента. Подробности в наших материалах. Сторонники Атамбаева в селе Койташ устроили митинг в его поддержку. Секретари Совета безопасности ОДКБ обсудили важные вопросы безопасности. Здравствуйте. Добрый вечер. О наиболее значимых событиях расскажем здесь и сейчас. И главные новости. Парламент сегодня лишил статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева. 103 депутата проголосовали за, а против 6. Генеральная прокуратура поддержала 5 обвинений из 6, которые ранее были выдвинуты членами специальной депутатской комиссии. С подробностями в материале Айгири Баракановой. Снятие неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева играет большое значение для страны. Впервые в истории суверенного Кыргызстана парламент лишает иммунитета экс-президента. Всего на заседании было зарегистрировано 109 депутатов. Генеральный прокурор Аткурбек Джамшитов зачитал обвинительное заключение, где говорится о том, что признаки тяжких преступлений найдены не во всех пунктах, указанных членами депутатской комиссии. Надзорный орган поддержал 5 обвинений. В первом пункте специальной комиссии указывается, что во время правления Алмазбека Атамбаева были гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ. Генеральная прокуратура выявила, что в этом обвинении нет оснований, так как должна была быть доказана причастность Атамбаева. Далее по 5 обвинениям. Это незаконное завладение участком в селе Койташ, где Атамбаев построил дом. Незаконное освобождение Крым авторитета Азиза Батукаева. Незаконное обогащение. Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. И возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека. Здесь есть признаки особо тяжкого преступления. В своем докладе, как заявил генеральный прокурор, криминальный авторитет Азиз Батукаев дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева. В настоящий момент идет досудебное разбирательство. Идут разговоры, что освобождение Батукаева было не бесплатным. Удалось выяснить, что Атамбаев лично давал поручение Шамилю Атаханову заняться освобождением вора в законе. Сам Азиз Батукаев дает показания против Атамбаева. В своем отчете генпрокурор отметил, что сделка между Алмазбеком Атамбаевым и его так называемым партнером Субихи Пархати по ОССО форум фиктивная, что имущество осталось в собственности экс-президента. Очевидно, что Субихи Пархати – подставное лицо. Обвинения депутатской комиссии обоснованные. Есть подозрения о незаконном обогащении, отмывании незаконно полученных доходов. Есть факты, которые подтверждают причиненный ущерб. Выслушав заключение надзорного органа, Ирина Карамушкина высказала свое негодование в адрес нынешней власти, заявив, что не доверяет генеральному прокурору и что вместе с лидером социал-демократов должны понести наказание те, кто работал с Атамбаевым, когда он был президентом. В одной команде с ним работала вся группа СДПК, фракция СДПК, то есть тогда были депутаты. В одной команде с ним работали Торагаджи Гуркукинеша Аслбек Дженбеков, тогда был еще премьер-министром Сооронбай Дженбеков. Значит, и ТЭЦ ратифицировалась здесь, вы сказали, что это нанесло непоправимый урон, это ратификация. А ратифицировал ее тогда Торагаджи Гуркукинеша Аслбек Дженбеков, депутаты, профильные комитеты. То есть я считаю, что братья Дженбековы должны нести полную уголовную ответственность тогда как соучастники. Как соучастники к экс-президенту. На вопрос депутата Мирлана Бакирова по возврату государству земельного участка в Койташе экс-президента, глава надзорного органа пояснил, что вернуть участок можно без судебного разбирательства. Все будет решаться по итогам следствия. Если требования соглашения с фондом по управлению государственным имуществом не выполняются, он должен быть возвращен без какого-либо судебного разбирательства, а средства должны быть возвращены покупателю. Тем временем в доме Атамбаева в селе Койташ собрались его сторонники, которые готовятся выйти на митинг в защиту бывшего главы государства. В связи с этим Аида Касымалиева сделала обращение к Алмазбеку Атамбаеву, призывая не нагнетать обстановку и не делить страну на юг и север. Уважаемый Алмаз Шаршенович, вы меня приглашали работать пресс-секретарем вашей партии, но я отказалась работать. Но вы говорили, что я предала вас, когда пришла в парламент. Хотя через 3 года после вашего предложения я пришла работать в Джугурку-Кенеш. Вы 6 лет правили страной и сейчас своими действиями делите народ на север и юг. Думаю, это неправильно. Нужно отвечать за все по закону.
О негативных тенденциях, которые нанесли урон государству в самых различных аспектах во время президентства Атамбаева, рассказал Акылбек Джапаров. По его словам, во время его правления внешний долг составил более 4 миллиардов долларов, то есть в 2 раза больше, чем в предыдущие годы президентства его предшественников. Помимо этого, существенно выросли арбитражные иски в отношении Кыргызстана. Вследствие умышленного накопления внешнего долга, в том числе для коррупционных целей, снизился уровень независимости и безопасности страны. Нарушена целостность правовой системы государства, произошел отказ от суверенного иммунитета государства. Более того, если рассматривать именно китайские кредиты, то мы имеем следующие цифры. За 6 лет президентства Атамбаев получил 2 миллиарда 450 миллионов долларов под его руководством наша страна. И как следствие мы видим, что это почти 13 раз больше кредитов, чем за все предыдущие 20 лет. В итоге депутаты проголосовали за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. 103 депутата проголосовали за соответствующее постановление, 6 были против. Теперь экс-президент будет вызван на допрос в связи с выдвинутыми обвинениями депутатской комиссии. Агирим Бараканова, Денис Курганов, 5 канал. Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева провели митинг в его поддержку. Акция прошла в селе Койташ у дома бывшего главы государства. На мероприятии выступили все желающие, начиная от простых жителей и до депутатов. Сейчас в селе ситуация стабильная. В настоящий момент собралось около 400 человек. Митинг не обошелся без инцидента. Так, сторонникам Алмазбека Атамбаева не понравилось, что корреспондент одного из местных телеканалов начал вести съемку в прямом эфире. К нему подошел сотрудник охраны дома Атамбаева и попросил прекратить снимать. Представитель семьи отказался. Тогда сторонники экс-главы государства скрутили журналиста. Затем его схватили за руки и хотели вывести за ворота. Однако корреспондента узнали некоторые члены СДПК, которые урегулировали конфликт. Президенттің өкілі Қасым Байкелер кіргізді да қайратшы. Көрген баласы қашып кетті, қайта келгенін білмеймін да. Осы жерде еле жүрген кеше де мен білемін. Не деді, тартпады деді, не деді? Білмеймін, түсіндірген жоқ, мен ошон үчүн комментарий алуға харакет кылдым, эмне себептен мени чыгарабы. Колум кайрып атам. И в продолжение темы мы пригласили в студию политического аналитика Айданбека Акматова и известного политолога Табылды Акерова. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Табылды Акеров, скажите, пожалуйста, сегодня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Ваше мнение? Ну, это ожидаемо было, поскольку когда еще до того, как создавалась комиссия, практически даже когда Атамбаев работал президентом, общественность требовала по некоторым проблемам провести расследование и довести это до конца, например, по делу Азиза Батукаева и по участку в селе Койташ и так далее. Но никакого расследования не было, практически возбудили уголовное дело, и так и все осталось. Но поскольку сегодня уже и до этого несколько раз Атамбаеву хотели объявить импичмент, когда он еще был президентом, но потом не поддержали эту инициативу. И сегодня вот создалась спецкомиссия, и они как бы парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента. Это было ожидаемо, поскольку после того, как он сдал свой пост, он хотел еще обратно прийти в большую политику, но, конечно, вел себя неподобающим образом, обзывал и унижал парламент, назвал их сопливыми и так далее. Хотя он сам создавал и участвовал в создании списков этого созыва парламента. И вот поэтому вот такой результат получился. Спасибо, господин Акматов. Скажите, пожалуйста, сторонники Атамбаева говорят, что вся процедура о снятии неприкосновенности экс-президента вне закона. Насколько это оправдано? Они ссылаются на закон, который обратной силы не имеет. На этот принцип они якобы ссылаются, но я думаю, все было законно, и парламент, специальная комиссия работала, и парламент проголосовала. 103 депутата сегодня, мы все это видели. Его сняли неприкосновенность и ожидает его теперь
пусть отвечает на вопросы, которые возникли у комиссии, у Генпрокуратуры. Как говорится, у нас нет неприкосновенных и все равны перед законом. Атамбаев тоже, если он считает себя невиновным и чистым, пусть придет, отвечает на этот 5 обвинений. Возможно, обвинения на него еще будут, еще очень много дел, потому что в течение вот 6 лет было очень много таких преступных решений, волюнтаризм там очень много было, сколько политических гонений было. Это было очень трудные такие вот годы, когда вообще один человек выставлял себя выше всего, и в данное время он хочет этого продолжать. Он как бы сейчас считает выше закона, выше государства, выше парламента, выше всего. Он никому не хочет подчиняться, он как бы со своим волюнтаризмом вот этот продолжает дальше развивать. Ваше мнение, господин Акеров? Я думаю, что да, действительно, парламент принял правильное решение, поскольку нужно было как бы приземлить экс-президента Атамбаева, поскольку он считал себя чуть ли, наверное, человеком после Бога, и во время президентства тоже вел себя точно так же. Вот более 30 человек, политиков, журналистов, общественных деятелей было арестовано, многие лишились имущества и так далее. То есть было гонение, и практически, можно сказать, Атамбаев пришел к власти вот, после событий 7 апреля, 87 человек молодых парней страна потеряла, но после этого тоже он также установил авторитарный режим, точно так же как бы превратился в нового Бакиева и привел во власть, особенно вот такие стратегические министерства, там СНБ, там, и МВД, то есть силовые структуры своих протеже, там, родственников. И, конечно, после этого он мог спокойно кого хотел арестовывать, кого хотел там наказывать и так далее, и так далее. То есть вел себя действительно как вот, бывают президенты при авторитарных режимах. Поэтому в этом случае Генпрокуратура или там какая-то другая структура не могла вести следствие, допрашивать его. Поэтому я думаю, что парламент правильно сделал, он снял его неприкосновенность, и теперь Генпрокуратура и другие структуры, которым доверят вести следствие, они будут допрашивать его, он будет отвечать, то есть все будет идти по закону. Но сегодня вот некоторые сторонники там хотят это показать так, что, например, завтра или послезавтра там схватят Атамбаева где угодно и посадят. Я думаю, что такого не будет. Мы демократическая страна или строим, да, демократическое общество, поэтому все будет в рамках закона, будет расследование, причем тщательное расследование. Поэтому мы будем следить также, как будет идти вот события, развиваться. И, конечно, мы будем тоже требовать, чтобы все было на основе демократии. Господин Ахматов, следующий вопрос к вам. Как вы думаете, в данной ситуации возможно ли вмешательство третьих сил извне? Третьих сил никакого, наверное, не будет. Российская сторона как бы отвечала уже на этот вопрос, как бы сказала, что это внутреннее дело Кыргызстана, и соседние страны тоже пока никаких своих заявлений никакого не было. Тут единственная третья сила, возможно, это желает Атамбаев, чтобы что-то там провоцировать, был какой-то пролита кровь, после этого он хочет, наверное, вот был опять большой такой скандал, и на основе вот этой провокации он хочет, ну, поднять своих сторонников вообще. Он сейчас открыто ведет такой регионализм такой, возможно, он именно к этому стремится, поэтому он туда камни там разгружал и кричит, что говорит, что у него оружие, все снаряжение, все есть, я готов защищаться или так далее, я не сдамся им и так далее. Ну, если
в этот момент, я думаю, самое главное, чтобы власть и соответствующие органы провели, чтобы такой ювелирную, что ли, операцию, чтобы не пострадал там невинные люди, которые, возможно, по ошибке или, возможно, по есть сторонники. Да, там, можем сказать, да? Да. Спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. К сожалению, у нас время ограничено. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях были аналитик Айданбек Акматов и известный политолог Табылда Акеров. А мы продолжаем эфир. Алмазбек Атамбаев больше не обладает неприкосновенностью. Он может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действия или бездействия, совершенные им в период исполнения полномочий, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. До сегодняшнего дня неприкосновенность распространилась на занимаемые Атамбаевым жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и переписку. Теперь этого нет. У Атамбаева больше не будет государственной охраны. После того, как он покинул пост главы государства, за его безопасность отвечал 9-й отдел ГКНБ. У его супруги больше нет права на бесплатное медицинское обслуживание. Атамбаев лишился права на пенсию в размере 75% от месячной заработной платы действующего главы государства. Атамбаеву больше не предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Впредь он не вправе бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций. Он больше не будет бесплатно использовать в Кыргызстане правительственную и другие виды связи, которыми располагают органы власти. Честь и достоинство Атамбаева также больше не являются неприкосновенными. Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками заседания Комитета секретарей Совета безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Глава государства отметил важность данной встречи в преддверии заседания Совета глав государств-членов ОДКБ осенью 2019 года. Президент подчеркнул, что современная международная ситуация характеризуется сложными и неоднозначными тенденциями развития. Укрепить границу Таджикистана с Афганистаном, противостоять терроризму и экстремизму, а также бороться с наркотиками совместными силами. Такое соглашение сегодня подписали секретари Советов безопасности членов ОДКБ. Очередное заседание состоялось в Бишкеке. По итогам узкого обсуждения было подписано 6 документов о совместном сотрудничестве по безопасности. Тему продолжит наш корреспондент. Совместное фотографирование. Каждый секретарь Совета безопасности членов ОДКБ стоит под своим государственным флагом. Далее представители стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности прошли в зал для узкого обсуждения. Примерно через час уже в расширенном кругу исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ озвучил основные моменты договоренностей. Третий документ повестки дня подготовлен в целях реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и содержит ряд мероприятий в сфере предотвращения и борьбы с терроризмом. На ваше рассмотрение также вносится план консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года. Подписано 6 документов о совместном сотрудничестве по региональной безопасности. Обсуждены вопросы по принятию конкретных мер по укреплению таджикско-афганской границы. Помимо этого, решено общими силами бороться с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, а также вербовкой боевиков. Одновременно сохраняются угрозы от деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. Вооруженные группировки, связанные с исламским государством и другими преступными формированиями, по-прежнему представляют серьезную опасность. Таким образом, с учетом многочисленных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ, сохраняющегося роста нестабильности в мире, участники заседания сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по совершенствованию и укреплению потенциала ОДКБ. Сегодня, 27 июня, завершился цикл межсессионных заседаний членов ОДКБ. Теперь все возникшие предложения по тесной связи стран-участниц будут рассматриваться до осени текущего года. Это, предотвращение въезда-выезда различного рода боевиков из регионов террористической активности на территорию наших государств, а также предотвращение
вербовки граждан наших государств в различные террористические организации. Ну и, конечно, ликвидация ресурсной базы боевиков, которая, так сказать, оказывается и путем реализации незаконного оборота наркотиков, и реализации этих наркотиков. Валерий Семеряков подчеркнул, что высокая организованность Кыргызстана в проведении таких важных мероприятий, как ШОС, встреча членов ОДКБ, оценена по достоинству на международной арене. Отметим, что в заседании приняли участие секретари Совбеза всех 6 стран-участниц договора – Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Армении и Беларуси, а также исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семеряков. Мирим Кадырова, Адзлет Марзбеков, 5 канал. А теперь мы переходим ко второй части программы. Оставайтесь на нашем канале. Главы государств Кыргызстана и Таджикистана договорились о делимитации госграницы. Фискальные и силовые органы отчитались о проделанных работах. Подробности в наших материалах. Социальное неравенство или как в современных условиях выживают пенсионеры. Состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В ходе разговора Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана с Днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания. Главы государств также обсудили актуальные вопросы двухстороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. И к другим новостям. Только за 5 месяцев 2019 года ущерб от коррупции составил почти 71 миллион сомов. И только около 9 миллионов возвращено в бюджет страны. О таких итогах работы рассказали фискальные и силовые органы на координационном совещании в резиденции. Что еще обсуждали на встрече и как ведется борьба с коррупцией, расскажет Анастасия Кан. Представители Генеральной прокуратуры, ГКНБ, Финполиции и Верховного суда провели координационное совещание по вопросам противодействия коррупции, на котором были озвучены итоги за прошедший год и важность проводимой работы. Самыми коррупционными считаются государственные органы. Каждый день наши граждане вынуждены сталкиваться с нечистыми на руку сотрудниками. Именно поэтому необходимо вести борьбу с любым проявлением коррупционных действий. За 1,5 года органы финансовой полиции направили в суд материалы по обвинению должностных лиц Государственной таможенной службы, вызвавших резонанс. По этим уголовным делам было задержано более 17 действующих сотрудников ГТС и налоговой службы. За 5 месяцев текущего года следственными подразделениями Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 328 досудебных производств именно по должностным коррупционным преступлениям. За прошедший год Государственный комитет национальной безопасности расследовал почти 2000 уголовных дел, связанных с коррупцией. И из общего количества в суд направлено лишь 367. Приостановленных в 2 раза больше и порядка 120 прекращено. Сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам в 2018 году составила 282 миллиона 745 тысяч сомов. Из них по направленным в суд уголовным делам 126 миллионов 983 тысячи сомов. По прекращенным делам 9 миллионов, по отказным материалам 32 миллионов сомов. Также участники совещания обсудили Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией, который поддерживается и в других соседских странах. В июле прошлого года Кыргызстану были даны 46 рекомендаций. В настоящее время ведется определенная работа в этом направлении. Был рассмотрен вопрос о исполнении обязательств Кыргызской Республики по Стамбульскому плану действий по линии ОСР. И также был рассмотрен вопрос об исполнении предыдущего решения координационного совещания правоохранительных, фискальных и иных государственных органов. На координационном совещании правительству и органам прокуратуры были даны конкретные указания по устранению имеющихся нарушений закона. Анастасия Кан, Телек Асхатбеков, 5 канал. А тем временем в Кыргызстане впервые состоялся форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана, в котором приняли участие 28 компаний из 10 стран. По словам организатора, форум послужит хорошим стартом для того, чтобы местные предприятия больше узнали друг о друге. В форуме приняла участие и компания «Кумтор», являющаяся одной из крупных предприятий в горнодобывающей отрасли Кыргызстана.
Форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана прошел с участием порядка 30 компаний. Особенностью мероприятия стало то, что компании-поставщики и закупающие организации имели возможность проводить презентации в отдельных залах и предлагать свои услуги. Форум был организован Международным деловым советом. По словам директора МДС, данная выставка дает возможность организациям узнать больше друг о друге и наладить связи для дальнейших совместных проектов. Наша первая цель – это повышение уровня местных закупок, то есть чтобы максимально компании в недропользовании, вы знаете, что в недропользовании очень много закупок на миллиарды сомов, долларов, чтобы максимальная часть из них закупалась из здешних кыргызстанских организаций, то есть поддержка отечественного производителя товаров и услуг. Во-вторых, это прозрачность всех процедур. В-третьих, это фасилитирование развития таких бизнес-связей между организациями. Среди участников и крупная горнодобывающая компания Kumtor Gold Company. На сегодняшний день компания сотрудничает с большим количеством отечественных предприятий. В настоящий момент 100% пищевых продуктов поставляется местными предприятиями. Помимо этого, утилизация, переработка отходов, а также ремонт техники производится местными компаниями. Ежегодно компания на снабжение тратит порядка 300 миллионов долларов. И с каждым годом большая часть этой суммы тратится на услуги и товары местных компаний и остается в пределах республики. Ко всем этим компаниям, конечно, предъявляются высокие требования. Наличие всех уставных документов в соответствии международным стандартам. Мы требуем, чтобы предоставляемые товары и услуги были на высочайшем уровне. Предъявляемые Кумтором требования мотивируют местные компании. Стремясь соответствовать стандартам, они становятся конкурентоспособными на международном рынке. И это одна из главных целей компании Кумтор. Если мы будем говорить о местном рынке, то у нас более 600 компаний, с которыми мы работаем на местном рынке. И я думаю, это очень хороший показатель. Но это хороший показатель того, что мы обращаем внимание не только на крупных поставщиков, на поставщиков, которые стабильно уже работают давным-давно. Да? Наша компания нацелена на то, что одним из приоритетов тоже является социальная ориентированность. Мы обращаем внимание на развитие бизнеса, особенно в регионах, да, на территории Кыргызстана в том числе. Главная цель участия компании Кумтор в форуме – наладить контакты с новыми возможными поставщиками. Стремясь увеличить объемы закупок на местном рынке, компания Кумтор будет следовать политике и процедурам в области этики, защиты окружающей среды, охраны здоровья, труда и прочих ключевых областях. Джазгуль Атыева, Эмиль Талайбекулу, 5 канал. В обществе периодически говорится о непростой жизни пенсионеров. Размер пенсии не позволяет покрыть все необходимые расходы. Поэтому многие из них вынуждены обращаться за помощью в благотворительные фонды. Подробнее о том, как живут люди преклонного возраста в Кыргызстане и кто им, кроме государства, оказывает помощь, в следующем материале. Такая очередь наблюдается здесь каждую неделю. Это пенсионеры в очередной раз пришли за гуманитарной помощью. Здесь находится общественный благотворительный фонд «Руки добра». Каждый четверг в организации идет раздача продуктов питания и одежды. Алена Конарева, руководитель фонда, начала заниматься благотворительностью 10 лет назад, но только в 2016 году ей удалось открыть этот социальный магазин. 3 года будет, как наш социальный магазин помогает вот такой категории людей, которые вы сегодня видели. Это инвалиды, пенсионеры, мамы, имеющие на руках детей-инвалидов, там одного более 3-4 детей, выпускники детских домов-интернатов, тоже это наша категория. Фонд не ограничивается оказанием помощи малоимущим и пенсионерам. Их список пополняют детские дома и дома престарелых. Со стороны государства помощи никакой нет. Организацию поддерживают неравнодушные соотечественники. Да, конечно, есть люди, которые помогают, это безусловно, мир не без добрых людей, нас поддерживают. Но чаще всего это помощь чисто наша внутренняя, волонтерская. У нас есть свой Ильсом-кошелек, который вот только для своих. Каждый месяц у нас, как правило, мы туда пополняем денежку, потом снимаем, и что необходимо, мы закупаем. Ну и помимо этого, конечно, добрые люди, организации тоже есть отзывчивые.
На сегодняшний день организация оказывает помощь 170 нуждающимся семьям. Тем, кто по причине здоровья не в состоянии приехать в социальный магазин, продукты питания отвозят на дом волонтеры фонда. Сегодня они в очередной раз посетили Тамару Худошину. У меня ножки больные, и я попросила, они мне большое уважение сделали, они мне приносят. Я им очень благодарна. Государству тоже благодарна. За свое время заработала 7 тысяч, значит, слава Богу. Пенсия 7 тысяч у вас, да? Да, у меня пенсия 7 тысяч. Ну, за квартиру вот платим. Слава Богу. Вот то, что вот помощь есть 2 раза в месяц, это большое дело. Помимо коммунальных услуг, Тамара Худошина вынуждена ежемесячно покупать лекарственные препараты. Помогать ей некому, поэтому она выходит из ситуации как может. Но она не жалуется на жизнь. Такова история примерно каждого 3-го пенсионера в стране. По информации соцфонда, на 2018 год в Кыргызстане порядка 640 тысяч пенсионеров. 62% из них получают пенсию выше промежуточного минимума. Остальные 38%, соответственно, вынуждены сводить концы с концами. Чезгуля Таева и Мильталай Бекулу, 5 канал. Состоялась премьера документального фильма о советском и кыргызском государственном деятеле Джусупе Абдрахманове. Кино было снято режиссером Эрнестом Абдыжапаровым, победителем объявленного конкурса. Спонсором документальной ленты стал фонд Аскара Салымбекова. Автором сценария выступил журналист Бакыт Орунбеков. Несмотря на все сложности снятия ленты из-за отсутствия необходимого архивного материала, документальный фильм получился впечатляющим. Кинолента смогла полностью раскрыть огромный вклад Джусупа Абдрахманова в сохранение и развитие Кыргызстана, а также становление современной республики. Когда объявили конкурс на снятие фильма о Джусупе Абдрахманове, я решил принять участие и выиграл. Было очень сложно снимать фильм, так как архивов очень мало, ведь это документальный фильм. Его задача показать тот век, то время событий. Нам пришлось искать материалы и в архив в Алмате. У правнука Абдрахманова мы нашли кое-какие фотографии. Вообще, по идее, фильм должен был выйти на показ в марте перед Наурузом, но из-за того, что приходилось несколько раз переснимать, кинолента задержалась со своей премьерой. Сложные операции по восстановлению зрения и других дефектов граждане смогут делать и в Кыргызстане. Уже 2-й год в страну приезжает глазной врач высшей категории из Турции Мехмет Чакмак. Теперь кыргызстанцам не нужно ехать в Россию, Турцию или другие страны, чтобы решить проблемы со зрением, косоглазием или другими проблемами. Стоимость операции от $2000 до 4. В кыргызско-турецкой глазной клинике также можно получить необходимую консультацию. Глазным врачом я работаю уже 25 лет. В Кыргызстан я приезжаю уже 2-й год и провожу сложные операции по восстановлению зрения и других проблем. С Турции я привез в вашу страну самое современное оборудование для проведения операций. Многие кыргызстанцы обращаются к врачам из России, Турции и других стран. Теперь могут прийти ко мне и на консультацию, и на лечение. А сейчас мы передаем слово ведущему программу о главном Нарина Ипо. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем расскажете? То, что сегодня было в Дёрку Генеса, обсуждение в течение почти 3 часов и снятие статуса экса Алмазбека Атамбаева. Спасибо, удачного вам эфира. И на этом все. Смотрите все материалы в соцсетях 5 канала. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды и передача о главном. До свидания, удачи.